Ашана и Минсоцобеспечения запустили проект по поиску патронатных родителей для детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. Что вообще такое патронатные родители, для чего это нужно и какой эффект будет иметь такой проект? Об этом подробнее будем говорить с юристом аппарата уполномоченного по правам ребенка Екатериной Ляховецкой и Ольгой Мороз, начальником службы соцподдержки детей и семей Министерства социального обеспечения и демографической политики. Они сегодня у нас в студии. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо за возможность. Спасибо. Наверное, начнем с проекта, который вы запустили. Расскажем нашим слушателям, что подразумевает этот проект. Ну, если можно, я объясню, почему министерство приняло такое решение организовать службу патронатных семей. Дело в том, что на протяжении... То есть это будет уже служба, это не какой-то разовый проект, который... Это будет программа министерства. Вот Екатерина вам расскажет, она является одной из разработчиков юридических положений, образцов договоров, схем, она с этим поделится, ну, просто чтобы было понятно, в связи с чем такая мера принята, потому что на протяжении нашей работы мы сталкиваемся с ситуацией, когда наши дети остаются без попечения родителей по многим причинам. И в связи с тем, что у нас еще не организован кризисный центр, а детей надо куда-то пристраивать, было нашим министром и правительством принято решение об организации. Ну и Катя расскажет. Ну, сейчас договорим, наверное, вот в чем была необходимость вообще. Да, вот я тогда тоже программы. дополню. Можно? Хотела бы вот с точки зрения вот практики аппарата, что вот необходимость вообще вот в реализации вот данного проекта, она вот обусловлена в первую очередь тем, что, к сожалению, действительно нередки те случаи, когда вот к уполномоченному поступают обращения, которые содержат в себе сигнал о несовершеннолетних, которые остались в социально опасном положении, то есть это без попечения родителей, опекунов, попечителей или лиц их заменяющих в ненадлежащих условиях. И для того, чтобы создать гарантию, да, вот той правовой нормы, которая закреплена в Семейном кодексе в части 2 статьи 55, то есть основополагающего права, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, предполагается реализация данного пилотного проекта патронатных семей. Потому что вот если брать практический аспект аппарата уполномоченного, у нас находится порядка 15 вот обращений, которые вот содержат в себе довольно-таки сложную ситуацию детей, которые по тем или иным жизненным аспектам попали в такое вот социально опасное положение, остались без попечения родителей или опекунов. Но тема долго вообще обсуждается и с кризисным центром, и есть мнение в Абхазии, да, некоторые противники, я знаю, что есть что считают, что такой необходимости нет. Это история как с домом для... Детским домом для пожилых людей, дом престарелых, как он правильно называется, сейчас пыталась вспомнить. Да. Дом-интернат. Да, дом-интерната, он правильно так называется, но тоже тогда были противники, говорили, что нет необходимости, но, как оказалось, видим, что такая история все-таки и для Абхазии существует. Мы считаем, что вот в мире, да, у нас какие-то особые ментальные вот отношения, что мы не бросаем своих, но тем не менее вот такие истории у вас есть. А юридическая база, она готовилась, как я понимаю. Да, вот сейчас за этот момент скажу. Исходя из того, мы предполагаем, что это, во-первых, это пилотный проект, то есть в настоящее время идет активная разработка, то есть вот я и еще один юрист аппарата, мы вот вдвоем активно разрабатываем, получается, инструкцию об организации патронатных семей, которая включает, структурно она состоит из некоторых разделов, которые включают в себя основополагающие понятия патронатного воспитателя, права и обязанности патронатных воспитателей и воспитанников, ответственность и также межведомственное взаимодействие между профильными органами и самими участниками данной программы, и
также иные разделы. И скажу сразу, исходя из того, что данная инструкция, она находится на этапе разработки, а в любой момент она может поменяться. То есть сейчас, в зависимости от анализа, да, изучения министром социального обеспечения и демографической политики данного акта, она, Могут возможно, быть будет дополняться. Мне интересно, вы сейчас вот мы все этот призыв увидели в социальных сетях. Откликнулись ли уже люди? Да, отклик мы получили достаточно позитивный. Я могу сказать, что даже вот в настоящее время по этим номерам, которые указаны в данном ролике, уже поступают определенные звонки людей, которые готовых выступить патронатным воспитателем. Да. Давайте для наших слушателей объясним вообще, что такое патронатные родители, чем они от приемных родителей отличаются. Я, знаете, хочу немножечко уточнить. Дело в том, что звонки, слава богу, поступают, мы их принимаем, но мы предполагали, что мы с этим столкнемся, и мы с этим столкнулись, потому что даже на таком предварительном этапе мы запускали в своих там кругах общения пробную информацию о том, что мы будем это запускать, что вот разрабатываем, и даже на таком на бытовом уровне. И все недоумевали, все понимали, ну вот я, например, много вопросов таких слышала. Ну, объясните, пожалуйста, как это? Как? Вот я, например, кто-то говорит, я могу себе представить, что я возьму ребенка. Ну, извините, я не могу себе представить, как я его отдам потом. И на сегодняшний день у нас идут отклики с такими вопросами в том числе. И в основном желающие усыновить. Уже даже звонят с конкретными запросами, там, девочка или мальчик, да, какого возраста. То есть, маловато, скажем так, готовых именно взять и отдать потом. Взять и отдать. Да, ну а задача патронатных родителей, то есть кто это такие? Это мы рассматриваем, что это будет семья. Разработаны критерии, которые может попасть вот в категорию патронатной семьи, это, которым мы сможем доверить ребенка. То есть периоды могут быть содержания детей в этой семье как краткосрочные, так и долгосрочные. Иногда у нас бывает, буквально ребенку надо, чтобы обеспечить ночлег. И мы знаем, что завтра уже, вот нам сегодня его надо куда-то поместить, а завтра уже будет все нормально. Такие ситуации у нас бывают. Даже мы находим, еще программа не работает, но уже мы находим таких людей, которые выручают в ситуации. К сожалению, есть ситуации такие, когда нам надо найти для ребенка семью не то, что на несколько недель, а даже на несколько лет. Это огромная проблема. Много таких случаев. Вот давайте в настоящее время, сколько таких вот историй, где дети ждут патронатных родителей? Вот сейчас в Абхазии. Вы знаете, немного. И, честно говоря, не хотелось бы озвучивать конкретные случаи, потому что основным принципом нашей работы это является конфиденциальность. Мы не просим фамилии, имена, просто количество, просто чтобы представлять масштаб. Знаете, вот если можно, я скажу, что порядка 65-70 детей на сегодняшний день находятся в такой ситуации, что вот может произойти что-то сегодня, и из этого количества детей, там, 2-3, а может 5, из одной семьи, детей из одной семьи, нужно будет экстренно куда-то размещать. То есть, на самом деле, я без ложной скромности хочу сказать, что специалисты службы социальной поддержки, они буквально чудеса какие-то творят. Мы балансируем, чтобы этого не произошло. Потому что, во-первых, наша задача, приоритет нам самое главное, чтобы ребенок находился в своей родной семье. Мы готовы оказать там помощь всевозможную, чтобы выровнять ситуацию в семье, чтобы ребенок остался со своими родителями. То есть, это очень-очень такие ужасные должны произойти события, когда нам приходится вот так вот
ребенка забирать из семьи. А вот в проекте предусмотрено, что, наверняка вот бывают ситуации, когда нужно лишать родительских прав. Да, и таких ситуаций достаточно много, но лишение либо ограничение в родительских правах, это все осуществляется только в судебном порядке с обязательным участием органа опеки и попечительства. А куда тогда ребенка? Отдадите вот патронатным? Именно тогда, когда вот затягивается, допустим, судебный процесс или иные какие-то жизненные обстоятельства вступают на пути, именно поэтому и есть необходимость в реализации вот этой программы. Но это же временная, да, история патронатный родитель. А дальше куда? Вот его родители лишили, допустим, суд принял решение лишить родительских прав. Далее вот необходимо, во-первых, искать усыновителей на постоянной основе. То есть если, допустим, биологические родители, они лишены родительских прав, и возвращение ребенка, то есть реинтеграция невозможно, поэтому необходимо искать родителей на постоянной основе, то есть новых усыновителей, которые в судебном порядке будут установлены и будут являться законными представителями данного несовершеннолетнего. Но так или иначе мы гарантируем, что, допустим, если между патронатным воспитателем и ребенком возникнут какие-то теплые вот такие вот связи межличностные, мы гарантируем, что патронатный воспитатель может поддерживать связь, общаться с этим ребенком просто для поддержания каких-либо связей, хороших отношений. Вот. И, кстати говоря, мы приветствуем, если патронатные родители изъявят желание стать усыновителями. То есть и преимущество, скорее всего, будет им отдано в случае, если вот такое судебное решение будет. Сейчас база готовится юридически, но когда проект, вот вам уже звонят люди, есть дети, которые нуждаются в патронатных родителях, но когда будет запущен проект? Проект планируется запустить полноценно уже с января 2024 года. Поэтому у нас осталось не так много времени, и поэтому мы форсируем вот и этот воззвание, и ролик, и все. Нам нужно за этот оставшийся период 2023 года подобрать кандидатов, оценить их, обучить их. Они обязательно будут проходить обучение, подготовку. То есть, это должны быть уже подготовленные люди. И вот наша задача к январю месяцу, хотя бы 5 пилотных семей в разных частях Абхазии. Мы абсолютно к этому, будь то жители сельские, городские. Конечно, интересно было бы, хотелось бы в разных частях Абхазии иметь эти семьи, но, в общем-то, посмотрим, как получится. Для нас это очень новое, и для наших людей это очень неожиданное предложение, тема, но мы уверены, что среди нас такие семьи есть, потому что это международный опыт, вот как вы вначале сказали, то есть детский дом, мы уже работающие в этой сфере защиты детей исключаем категорически. Формат детского дома. Да, детский дом. Да, и ни в коем случае. Да. Что касается кризисного центра, от него не отказываются. На самом деле, таких возражений по поводу его открытия категорических мы не слышим. Единственное, он еще не до конца проработан, тоже вот этот вот формат, потому что если мы будем, не то, что если мы его будем открывать, но он у нас будет опять-таки тоже кризисный дом, центр по семейному типу. То есть там будет ограниченное количество детей, тоже ограниченное время пребывания их там. Вот. И поэтому... А институт патронатных семей, он уже во многих странах развит и пользуется большим успехом. И мы, кстати говоря, находимся на связи и с Российской Федерацией, и с Республикой Армения, и с Молдовой. С нами делятся опытом, нас предостерегают от каких-то там ошибок, подсказывают. Поэтому у нас такие надежды, знаете, очень позитивные. Вы сказали важные вещи, что этих людей будут в любом случае готовить. Но для чего это людям нужно? Помимо моральной и нравственной стороны. Самое главное забыли сказать.
это на самом деле это будет работа, это трудоустройство. Да, Люди будут за это получать деньги. Сейчас вот хотела на этом моменте больше остановиться. Вот что вот вообще такое вот патронатное воспитание, да? Вот патронатное воспитание — это предоставление услуг патронатным воспитателям, связанных с уходом и воспитанием ребенка, который остался в социально опасном положении. То есть между патронатным воспитателем, и профильным органом в лице, рядом профильных органов в лице, это Министерство социального обеспечения и демографической политики, службы социальной поддержки детей и семей, аппаратом уполномоченного по правам ребенка и, соответственно, органом опеки, да, заключается договор. Типовой договор, над которым мы сейчас работаем, и именно в этом договоре будет прописаны гарантии того, что патронатный воспитатель, во-первых, будет поддерживаться государством с точки зрения финансового, материального обеспечения, ему возможно, если необходимо будет, оказываться любая из видов психологической или иной помощи. То есть патронатное воспитание — это действительно предоставление комплекса услуг на возмездной основе. Вот. То есть льготы от государства какие-то помимо зарплаты будет получать патронатный родитель? Это, возможно, какое-либо материальное обеспечение, я имею в виду не с точки зрения финансовой. Допустим, если несовершеннолетнему понадобятся какие-то вещи, то есть включая школьные предметы, канцелярия, если вот, и медицинская помощь, само собой, психологическая, то есть финансовая помощь, это будет как бы ежемесячно оплачиваться со стороны государства, и средствами, естественно, будет иметь право обращаться и сам патронатный воспитатель, да. Тогда возникает вопрос, кто будет следить за тем, вот как будут патронатные родители исполнять свою работу, насколько они будут соответствовать требованиям. Ведь есть, да, опасность, что разные люди с целью получить какой-то заработок всегда есть. Могут соответствовать вначале требованиям и попасть все-таки в эту программу, вот чтобы не было случайных людей в этой программе? Как вот я и сказала, во-первых, это, как вот было ранее сказано Ольгой Владимировной, это будет действительно курс по обучению, то есть в процессе которого будут, так скажем, отсеиваться ненужные кандидаты, которые, допустим, не способны по тем или иным причинам взять на себя такую ответственность, это раз. А во-вторых, в случаях, допустим, злоупотребления правами, обязанностями патронатного воспитания, во-первых, мы в инструкции, да, вот, которую готовим к этому проекту, указали уже ответственность, которую будет нести патронатный воспитатель в соответствии с уголовным, административным, семейным законодательством Республики Абхазия. И еще один случай злоупотребления, невыполнения. И, соответственно, как я и сказала раньше, существует прям комплекс профильных органов. Это аппарат уполномоченного по правам ребенка, это Министерство социального обеспечения и демографической политики, это служба социальной поддержки детей и семей Абхазии, это органы опеки и попечительства, которые в рамках вот своей деятельности будут курировать и контролировать патронатных воспитателей и процесс воспитания и предоставления ухода за ребенком. Ну и другая опасность, ведь вы забираете, допустим, если проект стартанет, из семей, из детей из семей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. Есть вероятность, что родители захотят видеться. Как уберечь и патронатных родителей, и ребенка от лишнего стресса? Мы предусматриваем все эти моменты. Во-первых, мы приветствуем общение патронатных родителей и биологических родителей, потому что ситуации бывают действительно разные. Никто не хочет, чтобы возникали какие-то конфликты между теми и теми. Поэтому... То есть не будет такого ограничения, что родителям биологическим запретят видеться? Нет. Если только родитель не лишен родительских прав вот в этом аспекте. Судебные решения, если не будут запрещать, в другом случае у нас предполагается, что будет контакт. Да, мы допускаем такие варианты, когда биологические родители будут не согласны, допустим.
К сожалению, есть у нас такая категория родителей, которые с зависимостями алкогольные, нарко, то есть люди не всегда в адекватном состоянии. Мы тоже предполагаем, что не справившись еще с собой, они могут доставлять какие-то неудобства и беспокойства патронатным семьям. Здесь тоже мы предусматриваем эти риски, и тоже будет какая-то, не какая-то, а будет прописана защита патронатных семей от каких-то там посторонних неудобств. Вот. Потом, что касается контроля содержания детей в патронатных семьях, я хочу все-таки выделить службу социальной поддержки детей, потому что, как правило, у нас все вот эти вот сигналы и все проблемные, мы их называем случаи, кейсы, обязательно закреплены за кем-то из социальных работников, из наших специалистов по социальной работе. И если даже ребенок уже будет помещен в патронатную семью, то этот специалист по социальной работе, все равно это остается его кейс, его ответственность. И он будет регулярно мониторить ситуацию, в этой семье. То есть мы рассчитываем, что у нас не будет проблем в этом. Со своей стороны мы тоже гарантируем, что вот аппарат уполномоченного также будет мониторить и контролировать ситуацию, вот связанную с патронатным воспитанником, в семье со стороны. Да. А финансирование этого проекта? Государство. Государственное финансирование заложено уже в бюджет? Бюджет формируется, и уже предусмотрена там какая-то сумма, которая будет именно на эту программу рассчитана. И плюс финансовое обеспечение, регламентация финансового обеспечения также будет указана в инструкции к патронатным семьям. Вы назвали, что несколько десятков случаев таких вообще по стране существует, но в каких случаях есть необходимость забрать ребенка от биологических родителей и отдать в патронатную семью? Какие примеры это могут быть? Это родители с зависимостями, когда дети не идут в школу. Что это, чтобы понимать? Родители с зависимостями – это большая у нас проблема. Бывает так, что, отсутствие, к сожалению, близких родственников? Или отсутствие близких родственников. Иногда даже бывает нежелание близких родственников поучаствовать в судьбе ребенка. Также, к сожалению, родители оказываются в местах заключения. Ребенок остается один тоже. Также, к сожалению, тяжелые заболевания родителей. Мы сталкивались, что была вообще ужасная ситуация. Родители больны, и за ребенком ухаживать некому. То есть, абсолютно всякие бывают ситуации. Я хочу, подчеркнуть, когда мы открывались, было даже какое-то недоумение, создавалась служба, и все думали, для чего? У нас уникальная страна, у нас уникальные условия для детей. Но я хочу сказать, может, это неприятно слышать, но все проблемы, которые существуют в мире, мы сталкиваемся с ними и в Абхазии, к сожалению. И поэтому нам надо как-то ситуацию выравнивать, и все вместе, конечно, было бы нам легче, если мы объединимся. На какой эффект вы рассчитываете? И, может быть, какие-то трудности, которым вы уже знаете, что будут на каком-то этапе, вы к ним готовитесь? Готовимся. Могут быть психологические трудности. Может быть, семья решит взять, а уже в процессе возникнут какие-то обстоятельства и будут отказываться. Там не все члены семьи поймут. Будут проблемы, мы знаем, мы готовимся к ним, и, в общем-то, думаем, справимся. А к ожидаемым результатам, от реализации данной программы, во-первых, мы относим первое, это снижение, общего количества детей в социально опасном положении. Вторая, это все-таки стабильная реализация статьи 55 Семейного кодекса, то есть сохранение права ребенка жить и воспитываться в семье, и общее количество улучшение патронатного воспитания, то есть успешная реализация данной программы. Такие ожидаемые результаты. Но главное, это, конечно же, снижение детей несовершеннолетних в социально опасном положении без попечения родителей или попечителей.
Кто не может быть патронатным родителем? Вот кого сразу надо этот отсеять? Вот те, критерий кто нас тоже, будут да. слушать. Этот критерий уже готов, написан в инструкции. То есть, скажу так, это граждане Республики Абхазия, возраст примерно от 30 до 60 лет, которые имеют определенные жилищные условия, определенное материальное положение. Это вот первый такой вот критерий. И, соответственно, те, которые не имеют судимости, признаны судом дееспособными, которые ранее имели хоть какой-то опыт воспитания несовершеннолетних. Это также люди, которые имеют определенную положительную характеристику. Вот, это основополагающие принципы. Но я могу сказать, что вот в инструкции там действительно есть всеобъемлющие вот критерии, список этот критериев, который мы уже подготовили. Но это должны быть семьи, не одинокие люди. Это возможно Мы очень индивидуально будем оценивать. Действительно. То есть вполне возможно, что это будут... Это Возможно, может быть, мы не например, исключаем. мать-одиночка, которая вот действительно всем сердцем захочет вот взять этого ребенка на воспитание. И Спасибо большое. Будем ждать начала этого проекта. Спасибо, что нашли время прийти к нам в и студию. вам спасибо. Вам спасибо. А я напомню нашим слушателям о новом проекте фонда Ашана и Минсоцобеспечения, в котором речь идет о поиске патронатных родителей для детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. Говорили с юристом аппарата уполномоченного по правам ребенка Екатериной Ляховецкой и Ольгой Мороз, начальником службы соцподдержки детей и семей Министерства социального обеспечения и демографической политики.